Қалайсыз? Қалай Рашка? Қай қаладасың? Ақтаудамын. А, Я смотрю за вами, и, как бы я русскоязычный казах, но я полностью за казахский язык. Я сразу сдаюсь. рахмет, рахмет. Я в Актау, то есть оттуда уезжал, с Актау в Тбилиси. Ясно. У меня вопрос. Я слежу за вашими действиями и за вашими работами. Вы, как бы, не стали зажимать там комитетчики, ничего не жмут? Ну, они как? А как я в Украине, они в Казахстане. Блин, а вам пришлось в Украину уехать? Ну, я в Киеве сейчас, да. В Крыму? Нет, в Киеве, в Киеве. Не, в Киеве, я говорил, в Крыму? Как в Крыму? Мне даже стало немножко. А как комитетчики? Ну да, вообще комитет КМБ это филиал ФСБ в Казахстане. Да, я в курсе, да. А в чем причина незнания своего родного языка? Дело в том, это, конечно, не оправдывает меня. По идее, это не оправдывает меня. Я сразу вам говорю, я извиняюсь. И я всегда извиняюсь, у меня есть разговорный, он очень сильно с большим акцентом. И, надо мной смеются. И, я все равно не стесняюсь этого, я все равно говорю. Но проблема моя в том, что я совковый, получается, я совковый. Выучился в совке. Ну, я тоже в совке учился, бәрібір тырмысам. Мен де орысша, мен Қостанайда мектеп бітіргенмін, орысша октябренок, пионер, комсомол болдым. Бірақ бәрібір де намысым мені ертең айтпасын, мә северянда қазақша білмейді деп, сен батыстан, батыс западник и Я вообще за то, чтобы у нас был главный язык и общий язык общения, правильный язык общения именно в Казахстане, именно был казахский. Я за это. Я своих детей сейчас этому учу и так далее. А ваши дети в казахскую школу ходят? Нет, не в казахскую школу, это русско-казахская школа. Русско-казахская школа. Нет, они в русский класс ходят, правильно я понял? Они ходят в русский класс, и мне, если честно, я не знаю, вы, наверное, записываете, да, блог? Нет, смотрите, у меня, например, да, у меня вот двоюродный братишка, он закончил казахскую, да, сейчас учится в Южной Корее, то есть вот у меня 4 родственники, и все они поступили по грантам, то есть бесплатно, то есть они окончили именно вот это, почему-то в социальных сетях, и почему-то думают, что вот в Олимпиаде в Алмате, когда участвовали, да, 10% только занимали призовые места с русских школ. 90%, то есть турецкие лицеи, только казахи. А почему-то в социальных сетях говорят, что типа в русской школе там знания хорошо дают. Нет, я не согласен. Я в этом плане не согласен. Я считаю, что у человека в голове неважно, в какой он школе учится, английский. Почему вы детей в независимом Казахстане отдали в русскую школу? Знаете как, я не совсем вам могу прямо, наверное, я начну увиливать. Наверное, Смотри, тебя как зовут? Меня Ерлан зовут. Ерлан, смотри, я в советское время, у нас не было казахских школ, да? То есть, мен намысыма нетіп, бәрібір де сосын егемендік алғанда қасымдағы жігіттерге айтамды, қазақша сөйлеңдерші, қазақша, өйткені тіліміз шұбырланып бара жатыр деп. Бірақ мен сосын үйленгесін, я когда уже женился, я обязательно, принципиально казахскую школу, казахский садик, контролировал это, если это нанимал казахского репетитора, потому что я говорю, то есть, если я в независимом Казахстане отдам своих детей в русскую школу, то я чукча, я вообще, дебил, я черт, потому что я сам по национальности казах, стесняюсь своего языка, и я понимаю, если в Бурятии, да, или там в Тыве где-то нету там тывинских школ, ты отдаешь, это субъект Российской Федерации. А когда казах в Казахстане отдает в русскую школу,
Нет, знаете, я вам отвечу. Мгм. Если вы дадите мне возможность ответить. Да, да. Все, спасибо большое. У меня такое, знаете, как небольшое, может быть, маленькое очень понимание того, что, скорее всего, мои дети будут жить не в Казахстане. В России, да? Нет, нет, только не в России. Ну вы же Только- в русскую школу отдали. Ну, в русский класс. Это не говорит о том, что я какой-то русофил. Нет, ни в коем случае. Они будут учиться и жить за границей. Потому Нет, что а где логика? То есть отдал в русский класс, они же, то есть специалистов в Россию готовят обычно там куда-то там, не знаю. Ну, Нет. много у нас на севере в русскую школу отдают, оттуда бесплатно там в Санкт-Петербург, там в Челябинск, там молодежь требует там общежитие бесплатно. Ну, вы говорите, что за рубеж. Да, я за рубеж, да, конечно. Ну, может быть, это у вас в Кустанае и так далее, но если у нас Мангистау отдают в казахскую школу или в русскую школу, это не говорит о том, что человек будет здесь 100% в Казахстане. То есть я проектирую своих детей учиться за границей, потому что после последнего повышения цен на бензин, на нефть и так, ну не на нефть, а на бензин, на газ и так далее, на продукты, ну, естественно, соответственно, я понимаю, что я хочу, чтобы мои дети жили за границей и жили лучше, чем я. А я, получается, как бы выросший в совке, ладно, я здесь как-нибудь выйду. Ладно, а вот почему такая, ну вот просто, все уже сдался, а вот бороться с этим там даже в Актау был Тиль Майдана, там правда его никто не поддержал, его там схавали, казахи не поддержали, когда вот ресторан Тбилиси, видел, да, ролики, да? Я когда просил Актаудың жігіттері просто поддержите его морально, никто не этот. А потом, когда я там через свои каналы знакомых позвонил аж в Астану, с Астаны Атрауские позвонили туда, потом кто-то не поленился, поехал. Только потом, когда уже извинения попросили, когда я уже заставил их на камеру у меня извинения просить, у Бектурара, потом уже Сақтау звонит, вот, неге бізге айтпадың? Все такие, ну уже прошло 10 дней, и все звонят, где, дай адрес. Я говорю, да вот, идите, поговорите, ну не надо обязательно. Почему казахи в Актау не смогли вот своего актауского, почему я, кустанайский казах, впрягся за актауского, организовал все это, нервы тратил там 3 дня, вот честно сказать, я первый день я до 6 утра не спал, то есть я связь поддерживал и с полицией, звонил и в прокуратуру, собирал, в Фейсбуке сидел. Почему актаусцы вот насчет такого вот как-то вот, ну вы как местный житель? Скажу тебе так, если ты знаешь западный Казахстан, вот, да, ты, наверное, помнишь, что у нас в 2011 году были определенные события, да, которые мы все знаем. И эти события напугали не только власть, они напугали и жителей самих. Поэтому лишний раз здесь, ну, как бы, ну, из-за, по идее, для нас это мелочи. Здесь гораздо глубже есть проблемы. И мы на эти мелочи не двигаемся. Ну, вот так тебе скажу, да? Это как я тебе, как я думаю, да, я тебе говорю. Хотя я с тобой в этом плане очень солидарен. Все, ну, потому что и того парня все-таки дожали, это актауские русские ватники, его уволили с работы, заставили уехать, поэтому очень печально, что казахи не смогли уберечь своего там патриота. Здесь, я не могу тебе говорить, если ты потом выложишь это все в эфир, это не совсем потом это, как бы. Не говори, если тебе там что-то нет, будет. Не мне. А у Урстарга, ну, будет проблематично.
то, что если я могу сказать это в эфире, это А, потом... орыстарға, а сколько процентов, там вактал много их? Где-то процентов 30, может быть, даже 40. Нет, Ага. 30. И они такой вес имеют, что могут на место поставить. Нет, 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 не в том плане. Я тоже не хочу делать им проблемы. Говоря какие-то, Ага. может быть, неприятные вещи. Ага. Ну, у них сейчас плотная крыша. Сейчас министр иностранных дел Российской Федерации Лавров сказал, лично будет, возьмет под свою опеку русскоязычных граждан Казахстана. То есть вы, наверное, тоже относитесь к ним. То есть вы под опекой господина Лаврова сейчас. Ну, я так понимаю, что это был такой определенный подъем, но Лавров это человек, который под руководством которого 400 килограмм кокаина перевозилось из Аргентины, и это не человек, который меня крышует, да, ну так скажем, да, если вам так будет понятнее. Нет, ну смотри, по заявлению МИД РФ, то есть они когда первый раз попросили там, надавили, да, завели просто административное дело, ну арестовали показательно меня, ну при всех там, прилюдно, при детях, то есть я с семьей шел, да, с женой, с маленькими детьми, и они всех руки на, и типа, и это они сделали показательно, закрыли, потом выпустили штраф, а потом уже второй раз, когда уже МИД Лавров по столу стукнул, почему не принимаете меры в отношении там, языковых рейдов, уже Генеральная прокуратура через 2 дня возбудила уголовное дело, то есть Лавров рулит в Казахстане, можно сказать. Если вас интересует мое мнение, может быть, Лавров, ну, скорее всего, конечно, Россия имеет, что я считаю, что это совсем неправильно. Лавров и Российская Федерация, Russian Federation, имеет влияние на Казахстан, это я понимаю. Но скажу вам так, что большая часть казахстанского населения против России. И это, я считаю, что это очень правильно, потому что Россия в данный момент ведет себя как страна-агрессор. И очень приятно, что мои соотечественники понимают, что это неправильно, абсолютно в мировом масштабе, при мировых законах это неправильно. Жақсы бауырым, рахмет, хороший диалог был, выложу, Тілмайданда посмотришь. Ну, Аман бол, аман бол. да, аман бол, uzun, uzun amан бол.